Да. Значит, я Азамат Кабуев, я публиковался в таких журналах, как «Дарьял», «Октябрь», «Дружба народов» и «Эсквайр». И единственная пока моя книга «Холодный день на солнце» вышла в прошлом году в издательстве «Эксмо». Теперь коротко о книге для тех, кто ее не читал. Это повесть, в ней две рассказчицы. Одну зовут Маня, ей 27 лет, она живет в Владикавказе, и она старается жить так, чтобы соответствовать тем ролям, которые ей предписывает общество. То есть она работает в МФЦ, куда ее устроили родители, она встречается с стоматологом, который, конечно, симпатичный парень, но все-таки он стоматолог, и выйти замуж за стоматолога — это круто. Вот. И на будильнике у нее песня «Рианны танец». А другая героиня, ее зовут Зарина, ей 24, она наоборот пытается понять, чего хочет она сама, она пытается переосмыслить то, что к ней предъявляет гендер или этничность, она сомневается в том, что это вообще обязательно иметь отношения, заводить семью, она пытается понять, что значит быть представительницей определенного народа во время глобализации. И вот эти две героини не сталкиваются, потому что Зарина, она встречается, там все сложно, с братом Майи. И тут начинается такой странный любовный треугольник, такой, как странный, он и архетипический тоже, потому что он восходит к нацкому эпосу, к Урзлагу и Шатане, да? То есть женщина, мужчина и сестра этого мужчины. Вот это основная фабула повести, но там есть еще интересные второстепенные персонажи, например, подруга Зарины Люси, это художница, которая каждую неделю меняет прическу и парня, или выросший в Северной Осетии этнический немец Эрнст, который сейчас осознал вдруг свою немецкость, но стал походить на дагеротип времен Веймарской республики. Поэтому, кто не читал, читайте, надеюсь, вам понравится. Это рассказ, который я написал для сборника, который выйдет в Северной Осетии, сборник прозы. Его задумал Алан Скурбаев, главный редактор журнала «Дарьял». Но хоть сборник региональный, при этом я написал туда рассказ, который полностью помещен в Москву. До этого я таких рассказов не писал, и поэтому мне хотелось бы как раз посмотреть на вашу реакцию. Рассказ называется «4 свидания Кирилла». Кирилл всерьез задумался о семейной жизни. Все к этому располагало: и возраст, и переженившиеся друзья, с которыми он виделся все реже, и своя квартира, которая в случае чего не подлежала разделу. Не то чтобы он не собирался жениться навсегда, но здравый смысл требовал подстраховки. Однако девушки из баров для серьезных отношений не годились. Симпатичные посетительницы спортзала были не свободны, а служебные романы в его компании не приветствовались. Кирилл понял, что для взрослого мужчины, который руководит 10 людьми, читает Эсквайр и подтягивается 50 раз, лучший способ познакомиться – это Тиндер. Как и ко всему, за что он брался, Кирилл подошел к делу ответственно. Он послушал на YouTube популярного инструктора по пикапу, посмотрел видео о том, как через дейтинг-сервисы знакомятся парни и девушки, и понял несколько простых вещей. Первое. Лучше не писать о себе лишнего. О своих увлечениях и взглядах можно рассказать при встрече, а большой текст никто читать не станет. Второе. Главная фотография должна быть качественная и профессиональная, но не как на резюме, а более неформальная. Третье. Не нужно выкладывать фотографии с голым торсом, каким бы атлетом ты ни был. Такие фотографии показывают, что ты хочешь только секса. Четвертое. Писать, что тебе нужны только серьезные отношения, тоже не стоит. Это выглядит жалко и отпугивает девушек, даже если сами они настроены на серьезный лад. Кончался май. В Москве уже можно было ходить без куртки, и темнело только к 9 вечера. Кирилл заказал фотосессию в парке Горького.
Он оделся так, чтобы выглядеть человеком солидным, но не скучным. Голубая рубашка с закатанными по локоть рукавами и 2 расстегнутыми верхними пуговицами, узкие зеленые брюки, бурые топсайдеры и ремень цвета хаки. Из аксессуаров он выбрал классические вайфереры и спортивные часы. Когда фотограф прислал готовые файлы, Кирилл наконец скачал Tinder. Главной фотографией он поставил ту, где сидел на водном велосипеде и непринужденно улыбался в объектив. Темные очки в вырезе рубашки отражали послеобеденное солнце, а фон вышел таким, что пар Горького не опознавался. Вода и неясные очертания ив на берегу. Потом он загрузил несколько фотографий, которые показывали его стиль жизни. На одной он спускался на лыжах со снежного склона, на другой преодолевал на велосипеде трудную горную тропу, на третьей летел на параплане над Дубаем, на 4-й гладил чау-чау посреди зеленого газона. Но Кирилл не видел здесь обмана. Он любил собак и подумал завести свою. В перерыв он отказался обедать с коллегами, сославшись на личные дела, и отправился в кафе недалеко от офиса. Пока официант нес бизнес-ланч, он открыл Tinder и указал, что ищет женщин в возрасте от 25, девушек моложе он считал незрелыми, до 30. Тут не было рационального объяснения, лишь страх перед фразой «женщина на 4-м десятке». Приложение выдало результаты. Всматриваться в каждый профиль было заманчивой идеей, но Кирилл бы не достиг того, чего достиг, не владел навыками тайм-менеджмента. Поэтому он успел прочесть только первое мелькнувшее имя Лера-26 и принялся почти автоматически, будто всегда этим занимался, свайпить все анкеты вправо. Пусть откликнутся те, кому он интересен, а уж из них можно выбрать. Когда официант вернулся с полным подносом, Кирилл уже просвапил все открывшиеся анкеты и имел 12 матчей. Он наколол на вилку моцареллу с помидором и открыл первую анкету. Патимат, 25. Юрист. Закончил МГУА. Рост 178, вес 52. Качественные студийные фото в обтягивающих джинсах и водолазке. Просто модельная внешность и даже нос с горбинкой ее не портит. Но Патимат. С Кавказом лучше не связываться. Даже если она выросла в Москве, все равно найдутся бородатые троюродные братья с травматом в кармане. Дальше. Лена, 30. Риэлтор. Полновато, мягко говоря. Еще и фотоется с пончиком в руке. Не переборщил он со спортом в своей анкете? Может быть, она приняла вас за тренера? Следующее. Диана, 26. Губы сделанные, грудь и задница тоже. В руках пакеты из ЦУМа, род занятий неизвестен. О себе. Ищу мужчину, который не довольствуется малым и знает цену всему. Сразу бы написала «содержанка». Нет, с Дианой ему не по пути. Кирилл запил салат лимонадом и взялся за пасту. Алиса, 27. Веб-дизайнер. Первое фото, лицо крупным планом. Зеленые глаза, прямой нос, веснушки, рыжие волосы собраны в дульку. Второе фото снято где-то с 3-метровой высоты. Она в связанном платье лежит на траве. Третье фото на горном велосипеде. Судя по жилистым ногам, это была не разовая поездка. Еще фото от первого лица на Веспе, где-то впереди малячит Колизей. Кирилл открыл чат и написал Алисе: «Кто делал фотку на траве?» Алиса тут же ответила: «Мой кот». Кирилл: «А я думал, ты хакнула спутник». Пока Алиса находилась с ответом, он просмотрел еще несколько анкет. Татьяна, 28. Аналитик. Аналитик чего? Улыбка милая, конечно, но все фото в зимней одежде. Не поймешь, что за фигура. Лучше не рисковать. Юлия, 29. Менеджер по персоналу. Похожа на Скарлетт Йоханссон. Только вот почему в горах она в длинном платье и с дамской сумочкой? Там нужны шорты и рюкзак. Скорее всего, тяжела на подъем. Алена, 26. Снова надутые губы, но в меру. Единственная фотка в Москва-Сити. Наверное, была там один раз. И вообще, чем она занимается? Не то. Алиса ответила, но Кирилл не спешил проверять сообщение. Он разглядывал следующую девушку. Дарья, 25. Системный администратор. Первое фото, обтягивающий белый топ, джинсовая юбка, взгляд в камеру. Брови как у Кары Делевинь. Русые волосы со светленными концами, рельефные руки. На втором фото она делает грэб на сноуборде. На третьем карабкается по стене для скалолазания. На четвертом гонит по бездорожью на квадроцикле. Впечатляет. Кирилл написал Дарье: «Привет, отличный грэб, это ты где?» Дарья тянула с ответом. Кирилл доел пасту и взялся за оставшихся девушек. Юлия, 30. Сбербанк. Кто в Сбербанке? Зам Грефа или кассирша? Сидит у новогодней елки босая в нарядном платье. По крайней мере, салата в кадре нет. Селфи в общественном туалете. Все. Мариана, 26. Clinical Research Associate. Необычно. Большие серые глаза, выделяющийся подбородок, темные волосы под корой с челкой. В общем, он матур, он в криминальном стиле. Верховая езда, а я иду белые лосины.
А это знакомый мост, точно, Сан-Франциско. Вот фото с какого-то музыкального фестиваля. Место похоже на Коломенское. Кирилл написал: какого года пикник афиши? Катя, 27. Синие волосы. В 27 не солидно уже, дальше можно не смотреть. Яна, 29. Кто тупо ставит лайки, моментально удаляется. Почему тогда его не удалила? Не держит слова. У самой сначала фотка на фоне обоев, потом в поле с ромашками. Колхоз. Матчи закончились. Кирилл доел, оплатил счет и вышел. К офису он пошел в обход, чтобы немного проветриться и проверить ответы. На работе он то и дело отвлекался на переписку, и к вечеру у него было назначено 3 свидания на ближайшие 2 дня. После свидания с Дарьей у Кирилла осталось время съездить домой и переодеться. Вечером он встречался с Марианной. Он знал, что будет утомлен после лыж и поездки в Красногорск, поэтому выбрал самый простой формат свидания – ужин в ресторане. Ресторан находился в торговом центре на Красной Пресне и позиционировался как латиноамериканский. Марианна появилась, как только Кирилл сел за столик. На ней были простые джинсы, лакированные бордовые броги, белая футболка и темно-синий жакет. В руках она держала ключи от машины и телефон, который брала в карман, как только подошла к столику. Сумочки при ней не было. Кирилл сел на диванчике возле стены. Он поднялся. «Привет!» «Здравствуй!» Кирилл пожал протянутую руку, потом шагнул к стулу. Марианна, которая уже взялась за спинку, наморщила лоб. «Ты куда-то выходишь?» – спросила она. «Думал, ты захочешь сесть на диване». Марианна мотнула головой. «Садись, все в порядке, мне нравится стул». Они уселись. «Не была здесь раньше», – сказала Марианна, разглядывая плюшевый кальпак на стене. «Я был однажды. Ресторан типа латиноамериканский, но здесь есть суши». «Суши есть даже в Чайхане», – улыбнулась Марианна. Кирилл заказал тунца с авокадо, а Марианна севиче из морского языка. Пить решили облепиховый чай. Когда официант отошел, Кирилл сказал: «Я погуглил, что такое Clinical Research Associate. Ты, получается, следишь за нарушениями при клинических испытаниях лекарств». Марианна кивнула. «Только я не понял, для кого именно ты это делаешь?» «Для фармацевтической компании». «А вот скажи мне, как человек из фармбизнеса». «Я слушаю», — Марианна подалась вперед. «Гомеопатия работает?» Марианна вздохнула. «Не лучше плацебо. В этих препаратах тупо нет действующего вещества». «А что тогда нам продают?» Марианна взяла со стола пакетик с сахаром и потрясла им в воздухе. Оба рассмеялись. Марианна отхлебнула чая и вытерла губы салфеткой. «Послушай», — сказала она, — «раз уж это типа свидание, и мы типа узнаем друг друга. В общем, какую книгу ты сейчас читаешь?» «Тони Роббинс», — ответил Кирилл, — «Разбуди в себе исполина». «Это нон-фикшн?» «Да, чувак, бизнесмен и мотивационный оратор. Он рассказывает, как эффективно распоряжаться своим временем, силами и так далее. По-моему, местами слишком очевидно и много воды. Скорее всего, не пойду на его тренинг в Олимпийском». «Окей. А какую художественную книгу ты последний раз читал?» «Пару месяцев назад прочел «Романтического эгоиста». Бекбедер, афористичный негодяй». Марианна располагала к себе своей спокойной, но не плохой манерой общения. Кириллу хотелось сидеть рядом с ней, а не напротив. «А ты?» – спросил он. «Ты сейчас что читаешь?» В Советском Союзе не было адерола Ольги Бренингер. Не слышала про такую. Это современная русскоязычная авторка, которая выросла в Казахстане, потом жила в Германии, а сейчас... Кирилл уже не слышал, где сейчас живет Ольга Бренингер. В ушах свистело, как если бы микрофон приложили к колонке. Чтобы проверить, услышит ли он собственный голос, Кирилл перебил Марианну, продолжавшую что-то рассказывать. «Современная, кто ты сказала?» Свист прекратился. Марианна замерла. «То есть», — продолжил Кирилл спокойнее, — «как ты ее назвала, эту Венингер?» «Авторка», — ответила Марианна, глядя прямо на Кирилла. «Мне не послышалось», — Кирилл хлопнул ладонью по бедру. Он иногда встречал странные слова вроде «авторка» и «режиссерка» в интернете, но не думал, что когда-нибудь слышит их в разговоре. «Я понимаю, что это звучит непривычно», — сказала Марианна. «Мне и самой поначалу было странно так говорить, но когда употребишь или услышишь раз 50, привыкнешь». «А зачем привыкать к таким словам?» Марианна выпрямилась и прижала локти к туловищу. Вилка в ее руке торчала, как боевой трезубец. «Затем, что наш язык фиксирует неравенство. Большинство профессий имеют название только в мужском роде. Как бы подразумевается, что женщины в этих профессиях случайны. Даже там, где их большинство. Поэтому нужны феминитивы, чтобы сделать женщин видимыми. Тебя же не смущают слова вроде «студентка» и «спортсменка»?»
И эти слова не смущают, они есть в словарях, а 100 лет назад не было. Станем употреблять новые слова, и лет через 20 они тоже появятся в словарях. То есть ты по образованию, Кирилл посмотрел по сторонам, поворочил языком и вдвое тише обычного произнес: «Врачка?» Марьяна кивнула. «Но ведь это чудовищно!» «Почему? Ведь есть слово «прачка». Кстати, нет слова «прач», потому что мужчины не стирали. Так ты типа феминистка или типа того?» Пора уже писать это в анкетах. Кирилл больше не хотел сидеть рядом с Марьяной. Перед ним была одна из тех женщин, в существовании которых он едва ли верил, и он с любопытством и опаской смотрел на нее. «А зачем нужен феминизм в 21 веке?» – спросил он. «Чтобы выдумывать новые слова?» «Ну и вопросец», – Марьяна покачала вилкой. «Феминистская повестка довольно широкая, от карьерного неравенства до сексуального насилия». «Карьерное неравенство?» «Дискриминация у нас запрещена законом, если что». «Запрещена, но на деле есть». «Вот из твоих 10 подчиненных сколько женщин?» 9. «Вот видишь, а начальник ты. Ты хочешь сказать, что я начальник, потому что я мужчина? Я не знаю, как сделал карьеру именно ты, но факт, что женщинам труднее добиться руководящих должностей. Возьмем хотя бы мою профессию. В медицинские вузы поступают в основном девушки, а главврачи сплошь мужики. Не странно? Может быть, эти девушки просто менее нацелены на успех, думают больше о семье и детях? Но не все ведь. И это, кстати, отдельная проблема. Девчонкам с детства внушают, что для них главное выйти замуж и родить». Кирилл внутренне поморщился. «Ладно, а что там с сексуальным насилием? Если я ничего не путаю, за насилование сажают». «Да, но сколько дел доходит до суда? Жертвы боятся заявлять, потому что общество обвиняет их. Не такую юбку надела, недостаточно сопротивлялась, не с той компанией связалась и так далее». «Постой. Если девушка идет одна по темной улице, и тут из подворотни выскакивают какие-то чуваки, это изнасилование. Но когда она бухает с парнями, а потом заявляет, что случившаяся для нее неожиданность, я в это как-то не верю». Марьяна с силой выдохнула в сторону, так что плечи ее дернулись. Она несколько секунд шарила по карманам жакета и джинсов, пока наконец не нашла 1000-рублевую банкноту и не положила ее на стол. «Знаете, Кирилл, — сказала она, вставая, — я лучше пойду. Мало ли, как вы расцените то, что я пила с вами чай». Кирилл смотрел, как Марьяна быстрыми шагами пересекает ресторанный зал, сворачивает за барную стойку и исчезает. Пара за соседним столиком поглядывала на него, но он был спокоен и даже весел. Пожалуй, феминистка хуже из вариантов, с которыми он столкнулся за эти 2 дня. Хорошо, что с ней не вышло даже отношений на одну ночь. Наверняка она ноги не бреет. Вот. Я прочитал отрывок из рассказа «4 свидания Кирилла». Там есть, в общем, он встречается еще с 3 девушками, как вы по названию поняли. И чем это заканчивается, я вам не расскажу. Когда выйдет сборник прозы под названием «Здесь были», это рабочее название, может, они потом поменяют, он будет продаваться и в Москве. В общем, купите, прочитайте. А сейчас, если у кого-то есть какие-то вопросы, я отвечу. Вы рассказывали о 2 девушках. Вот вам какая девушка ближе? Зарина. Вот. Я думаю, там очевидно, потому что та часть, которая про Майю, она, по-моему, более сатирическая. Точнее, она сатирическая, а та часть, которая про Зарину, совсем нет. И я это уже говорил где-то, что с Зариной я мог бы дружить, но вот девушек, похожих на Майю, я тоже много знаю, но просто такие люди мне не близки особо. Да. Азамат, мне кажется, что, во-первых, когда я начала читать и увидела, что первая часть это Зарина, я не могла избавиться от мысли, что я себя с собой сравнивала. Потом я поняла, конечно, что этого делать не стоит. Вот. Потом, когда началась история про Майю, я вдруг себя поймала на мысли, что, наверное, во мне живет и Майя, и что-то от Зарины, и что, в общем, мне показалось, что не бывает такого, что только черное, только белое,
наверное, где-то все-таки что-то пограничное. То есть мне кажется, что вы все-таки описывали какие-то более такие экстримы, да, то есть совсем, как это сказать, антиподов, ну, людей, которые друг другу совершенно противоположны. А существуют ли такие люди, ну, на самом деле, то есть которые только такие, как Майя, и только такие, как Зарина? Или все-таки есть какая-то середина? Я не думаю, что это такие крайности, но, во-первых, если они существуют, вообще люди, похожие на моих персонажей, это значит хорошо, значит у меня получилось написать, а так надо вообще сомневаться в том, что они получились живыми. Вот. Но я уже сказал, что нет ни у одной из этих героинь прототипа реального одного. Может быть, несколько человек, в том числе даже вымышленных персонажей, повлияли на формирование каждого из этих образов, но вы спрашивали, ну, не знаю, далеко ли они на самом деле отстоят друг от друга. Я думаю, что это не две крайние точки шкалы, вот, но... Собственно, вопроса-то и не было в том, что вы говорили. Вы просто поделились своим мнением. Это же дискуссионный клуб, я тут просто так сижу. Мне было интересно. Да. А вот... Фолкнера своя вселенная есть. Можно предположить, что Реваза это брат Кирилла, потому что я заметил между ними. Ну, тогда это, наверное, мой прокол, да, если он получился похожим слишком на Реваза, то есть моего персонажа десятилетней давности, совершенно кавказского, да, и тут вот кого я когда вот готовился к вот этому чтению, я выбирал кусок, который прочитаю, и тут у меня было написано до этого, что он не подтягивается 15 раз, а жмет столько-то там килограммов, да, и я консультировался со своим братом, который жмет больше, чем я, вот, да. Ну, говорю, вот для парня вот приблизительно такой внешности сколько нормально жать. И я тогда его... Я объяснял, кого я описываю, я сказал, что это московский психопат. Вот, но... Ну, и в итоге он мне посоветовал заменить это как раз на подтягивание, потому что это... Более психопатская, да, потому что если я напишу, что он жмет 150, допустим, ну или меньше, или больше, то все равно представляешь себе такого жимовика, так, не очень красивого, просто с развитой грудью, вот. А тут, да, более такой, действительно, какой-нибудь, да, психопатский персонаж, вот, но... Мог ли он быть братом Реваза, да? Но, кстати, Ревазу сейчас где-то, наверное, 35, да, этому у меня 32. Просто я этот момент рассказа не прочитал, где я называю возраст. Ну, в общем-то, да, потому что что их объединяет, да, этих персонажей? Карьеризм, во-первых, просто Реваз, если он рассчитывает, во многом рассчитывает на папу, да, вот, это главное, как раз вот эта каталогизация женщин, да, которые прибегают, и Реваз, и Кирилл, да, он... Просто Кирилл, может быть, больше книг прочитал, и поэтому у него в этом каталоге, например, 10 категорий. Вот, да, как бы у Реваза 2, да, у него как бы есть как бы, вот, как бы, нормальная девчонка у него есть как бы и шкура, да, вот, да, а у Кирилла он немножко усложнил, да, ну вот, как бы, чуть такой, может быть, да, Реваз без какого-то там регионального бэкграунда и с чуть большим количеством нейронных связей да, в мозгу. Ну, да, я согласен с тобой. Касаемо Аделины Реваза, получилась, на мой взгляд, какая-то очень злая ирония. Ну, на самом деле, по-моему, даже обидка какая-то чувствуется в этой книге. Что чувствуется? Обидка. Потому что, неужели среднестатистическая сетина, это вот
женщины ни во что не ставят, лицемер, полного лицемер. Неужели это правда так? Слишком как к насекомым отношения. Да, и, конечно, может быть, у меня тогда было какое-то отношение зоологическое, и, ну, сколько мне тогда было, да, я не скажу, сколько мне тогда было, вот, но, да, в этом было, в том, что я писал, было и такое высокомерие, восходящее к романтизму, да, может быть, даже какое-то ницшанство там было, вот, и, да, я писал как о совершенно неприятных людях, но с чего вы взяли, что это среднестатистически? Вот. Среднестатистически не работает в министерстве там по борьбе с молодежью. Вот. Папа его такой вот юрист, молодежь. Ну да, как бы да, на юрфак поступают, да, точно, как бы да, даже я там учился. Вот. Но карьеристов не так уж много вообще-то ни в Северной Осетии, ни в Кабарде, потому что не вообще на Кавказе, потому что там парней больше бездельников, чем карьеристов. Но тоже как, если бы у Реваза не было этого папы, который там его устраивал туда-сюда, то он бы грыз семки, наверное, где-нибудь во дворе, и просто он говорил бы, что вот ждет, вот сейчас ему позвонят, там вот хорошая должность наклевывается, или... Лучше, что у него папа есть. Да, ну как он... Я не знаю, что лучше. Вот. Но вот среднестатистического тут я и не думал брать. Но, конечно, набор расхожих установок я в него вложил. И вторая часть, по карьеризму я уже ответил, да, по отношению к женщинам, да, увы, это типично. Вот. И мне кажется, за 10 лет с тех пор, как я написал этот рассказ, немного изменилось, разве что вот я когда приезжаю иногда сейчас во Владик, я замечаю, что появилось больше мужчин, которые гуляют с маленькими детьми, вот. Но это тоже, наверное, не отношение к женщине, это просто отношение немножко к самому себе, и хотя бы в своей связи с детьми, как бы градус мачизма мужчины тамошние убрали. Вот. С женщинами я не знаю, тут, наверное, к женщинам надо давать слово. Любимые дети Руслана Дудкова. Отличная книга. Мы читали просто всей семьей. Это бабушка на 9-м десятке, свекор мой, я. Ждали, когда ночью кто-то заснет, книгу отобрать и читать дальше. Вот. Потом у нас есть еще одна любимая вещь, и мы запоминаем наизусть, у нас цитаты в семье из этих книг. Это Борис Бецоев «Как мы выиграли войну». Это я не читал. И когда мы прочитали Аделину, это вот такой же, это когда вот мое. Не просто интересно, не просто хорошо написано, а когда это мое. Вот. А вопрос мой такой, вот, кстати, с предыдущим вопросом о том, могут ли быть такие стены. Я не знаю, знаете ли вы о том, что сейчас в Осетии идет уголовное дело Владимира Цкаева. Это человек совершенно безвинный, которого в милиции убили, его пытали током, душили черными пакетами. 3,5 года идет следствие, и ни один свидетель не говорит, что он это видел, тот, который там находился. Одна девочка, наркоманка, которую уже посадили, сказала правду. И вот мне бы хотелось, чтобы вы мне сказали, герои ваших произведений, кем они были бы в этом процессе? А какие герои? Вот все, и вас, ну вот все старые, да? Кто из них был бы? Ну, я думаю, Зарину бы убили, да, наверное. Вот. Потом Реваз мог бы быть таким полицейским, который пытает. Вот, кстати, хорошо. Вы лучше меня знаете, что я написал. Таможенник Бусик, да, вот это, да.
Вот совершенно тот персонаж. Вот, возможно, он мог бы быть как раз настоящим учителем. Да, у Реваза, может, как раз кишка тонка. Он бы мог быть из тех, кто молчит, я думаю, так. Вы и без меня знаете роли, которые Майя, там, Аделина. Там были врачи, которые Я не знаю насчет Майи, честно говоря. Она могла бы колебаться, в общем-то, мне кажется. Или просто бы решила, что ее это все не касается. Вот. С подробностями уголовного дела я так не знаком, просто знаю, да, что это дело о погибшем под пытками подозреваемым. Вот. Вы еще упомянули любимые дети. Вот, хорошо, потому что раз вы читали, и вот кто еще читал здесь «Любимые дети» Тоторова, да, я тогда расскажу, что вот в «Холодном дне на солнце» основа из любимых детей. Я это сделал совершенно сознательно, и я рассчитывал тогда, что Руслан Тоторов заметит эту реминисценцию, вот. Но он прочитал, он мне сказал совершенно другие вещи, что нужно из книги вычеркнуть, да, а что там удалось, но он не заметил отсылок к самому себе, да. Имена в первую очередь. Майя, Алан и Зарина, вот этот любовный треугольник, да, но только я сделал Майю сестрой Алана, а там это другая девушка. Вот. Потом я взял оттуда же имя Эрнст, правда, ну, я сделал его настоящим немцем, этого Эрнста. И, естественно, сцена неудавшегося изнасилования Зарины, это ну вот совсем для тех, кто еще не догадался, что там как бы в основе любимые дети, да, я ее написал, да. Вот, поэтому вам спасибо, что вспомнили эту книгу. Да. Вот мы сейчас говорили о музыке, когда сидели рядом, да, и тогда я сказал, что в 16 лет ты можешь назвать свою любимую группу, вот, в 30 уже не можешь, потому что, ну, если ты послушал уже достаточно, если ты можешь, значит, ты остался там, где был 16 лет. Но то же самое, наверное, с любимыми книгами, любимыми писателями. Я не могу сказать, я сейчас не могу выделить, честно скажу. Мне легче. Что мы сделали с вами, когда говорили о музыке? Мы достали, открыли свои Apple Music и посмотрели, у кого там сейчас что в плейлисте. Вот. Я могу сейчас просто сказать о последних прочитанных книгах. Мне легче так отвечать. Сейчас я читаю книгу... роман Михаила Гигалашвили «Чёртово колесо». Вот. Да. И я пока не скажу, насколько мне это нравится или не нравится, но потому что я на середине. Вот. До этого я прочел Алексея Поляринова «Центр тяжести». Мне эта книга понравилась, всем рекомендую, современный российский автор. Ну, в общем, я рекомендую, да, не буду спорить, потому что может потом будет неинтересно читать, потому что там как раз сюжет тоже интересный, и я мне расскажу, что произошло. Ну, и вообще, какие у меня ориентиры, да, скажем, в литературе, да, ну, не знаю, там, великим живым русским писателем я считаю Владимира Сорокина, например. Вот. Люблю, опять-таки, и из живых люблю Брэда Истона Эллиса очень. Вот. Но, понимаете, там сейчас мы будем вытряхивать много чего и донесемся там до Еврипида. Вот. Что я делать не хочу, это очень сильно всех утомит. Да. С Еврипидом, может, и надо было начать.
Да, нет, наоборот, вы что, как бы погружаемся в глубь. Я знаю просто впечатления читателей, например, еще с Ревазом мне рассказывали о людях, которые прочитали Реваза, которого я писал точно как совершеннейшего Владикавказского психопата, да. Но он, про него говорили, нормальный парень, в чем проблема. То же самое было с Аделиной. Кому-то это было просто скучно, потому что казалось, что это просто записанные совершенно им знакомые и понятные будни, совершенно знакомым и понятным ходом мыслей, и чего в этом интересного. Про Зарину я уже сказал, что этот героиня, которая симпатична мне самому, но я надеюсь, что в книге этого особо нет. Поэтому то, что для кого-то герой, который мне не нравится, самому окажется нормальным, а герой, который мне самому нравится, наоборот, будет неприятен. Я, в общем, этим доволен, значит, у меня получилось не слишком выпячивать свое отношение. Вот. Что? Что про... Что? Поклонница за окном. Про кино. Вопрос про кино был какой? Как бы я видел, да, действительно. Вы про «Холодный день на солнце», да? Но я думаю, что это было бы 2 фильма, во-первых. То есть «Зарина» и «Майя» это были бы 2 фильма, снятые в 2 разных стилистиках, потому что и я писал это разным языком. Та часть, которая про Зарину, Сейчас я думаю, я сейчас пытаюсь подобрать режиссеров, да, которые вот как бы в идеале, да, в стиле кого, да. Та часть про Зарину, она могла бы быть снята в стиле Оливье Ассаяса, я думаю. То есть такая немножко отстраненная камера, такая полудокументальная манера и холодное действие, да, потому что это «Холодный день на солнце». Часть, которая про Майю, она, наверное, должна быть более Бузянин. Можно быть, да, ироничная, да, и может быть даже более гротескная, даже не Вуди Аллен, почему Кевин Смит какой-нибудь, знаете, да. Наверное, вот так, да, это должно быть комедийное. Я думаю, я представляю себе, что там могли быть декорации немножко противоестественные, то есть нарочито искусственные. Особенно, если бы этим кто-то занялся, я думаю, что можно было бы построить в павильоне классный МФЦ, какой-нибудь с розовыми стенами, похожий на домик Барби. Вот. Да, вот такие вот у меня мамонтянки. Знаете, я, кажется, права на экранизацию Майи обещал, вот, так что вы, может, по какой-то другой части. Вот, да, не, по какой-то другой части книги, да.